Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеевна. Сегодня в нашей передаче мы говорим об оказании первой помощи при травмах глаз у детей. Зрение – это одно из 5 чувств, доступных человеку. Орган зрения человека – глаза. С их помощью мозг получает визуальную информацию, необходимую нам для ориентации в пространстве и связи с внешним миром. Зрительное восприятие – это способность человека воспринимать информацию путем преобразования энергии электромагнитного излучения светового диапазона, осуществляемой зрительной системой. Зрение является каналом, посредством которого человек получает примерно 70% всех данных о мире, который его окружает. И возможно это только по той причине, что именно зрение человека представляет собой одну из самых сложных и поражающих воображение зрительных систем на нашей планете. Если бы не было зрения, все мы, скорее всего, просто жили бы в темноте. Человеческий глаз обладает совершенным строением и обеспечивает зрение не только в цвете, но также в 3 измерениях и с высочайшей резкостью. Он обладает способностью моментально менять фокус на самые разные расстояния, осуществлять регуляцию объема поступающего света, различать между собой огромное количество цветов и еще большее количество оттенков, производить коррекцию сферических и хроматических аберраций и так далее. Травма глаза – это повреждение в результате воздействия факторов внешней среды, во время которого были нарушены его целостная структура и функциональные возможности. Именно травмы глаза занимают первое место среди общей травматизации у детей. Когда произошла травма, сами дети, за исключением старших возрастов, не осознают всей серьезности своего положения. Они переживают лишь мучения самого лечебного процесса, включающего оперативные вмешательства, многочисленные уколы и другие неприятные процедуры. Родители же терзают мысли о возможной потере зрения и самого раненого глаза, а также о дальнейшей исковерканной судьбе их ребенка. Начинаются запоздавшие упреки в свой и чужой адрес. Исходы же и последствия травм глаза зависят от целого ряда факторов. Прежде всего, имеет значение характер самой травмы. Проникающая через наружную оболочку рана или не проникающая. Повреждены наиболее важные в функциональном отношении отделы и участки глаза или более-менее второстепенные. Занесена ли в рану инфекция. Иногда небольшая по своим размерам, даже не проникающая травма приводит глаз к гибели, если с ранящим предметом в него попала гнойная инфекция. Несмотря на то, что в настоящее время в распоряжении врачей имеются очень мощные средства борьбы с инфекцией, ее не всегда удается побороть. Нередко не удается сохранить глаз и с косметической целью. Глаз приходится удалять при обширных ранениях и разрывах его. Очень частой непосредственной причиной резкого снижения зрения являются ранения и последующее помутнение хрусталика. Помутнение может происходить и постепенно, иногда в течение длительного времени. В некоторых случаях родители недоумевают, почему у ребенка резко понизилось зрение уже после того, как он был доставлен в больницу, и объясняют это неправильным недостаточным лечением. На самом же деле причиной ухудшения зрения в большинстве подобных случаев и является постепенное помутнение хрусталика, поврежденного при ранении. Кроме образования травматических катаракт, зрение после травмы нарушается также вследствие возникновения помутнений на роговой оболочке, бельмо, рубцов в стекловидном теле, повреждений и отслойки сетчатки и так далее. Бороться с этими последствиями травм трудно, несмотря на очень большие достижения глазной хирургии в последние десятилетия, связанные с применением операционных микроскопов и микроинструментария. Давайте послушаем, что говорит о травмах глаза врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Оксана Вячеславовна Филиппова. Основные ошибки, которые родители совершают при получении травм, это нельзя давить на травмированный глаз, нельзя тереть травмированный глаз, нельзя накладывать вату на травмированный глаз, если есть угроза проникающего ранения глаза. При угрозе проникающего ранения глаза кусочки ваты могут попасть внутрь глазного яблока и вызвать осложнения. Травмы глаза делятся на механические, химические и прочие травмы глаза. Среди механических травм глаза наиболее часто у детей встречаются это контузии глазного яблока, которые дети получают вследствие удара ногой, кулаком, мечом. Чаще всего это бывает на улице и на уроках физкультуры. При контузии глазного яблока может быть кровоизлияние в переднюю камеру, стекловидное тело. Помутнение хрусталика иногда развивается через 2-3 недели после травмы. Это приводит к травматической катаракте.
Иногда возникают разрывы сетчатки через 2-3 недели после травмы. Поэтому при любой такой травме нужно обратиться к врачу-офтальмологу. Непроникающие ранения, это в основном дети получают. Это эрозия роговицы, это чаще всего попадает ногтем в глаз, карандашом, ручкой, ластиком, книжкой попадает в глаз. Но основная помощь заключается в закапывании антибактериальных препаратов и обращение к врачу-офтальмологу. Среди химических повреждений глаз это идут ожоги кислотами и ожоги щелочами. В быту в основном это применение бытовой химии, конторский клей, суперклей очень часто попадает, духи, дезодоранты. Основная помощь заключается в промывании глаз. Особенно опасны не кислоты, а особенно опасны щелочные ожоги, потому что при щелочных ожогах содержимое вот этого вещества попадает в переднюю камеру глаза в течение первых 5-6 минут. Поэтому первые 15-20 минут нужно обильно промывать глаза большим количеством воды. Можно шприцом без иголки, можно баллончиком, грушей с принцовкой, можно в таз полностью погрузить лицо и промывать водой. При ожогах кислотами там на коже века образуется струп. И вот этот струп, он препятствует проникновению кислоты внутрь. Поэтому ожоги кислотами, они менее опасны, чем ожоги щелочью. Бывают термические ожоги у детей. Это попадание брызгов горячей воды, пар на лицо. При этом поражается не только кожа века, но поражается также и кожа лица. Накладывается астетическая повязка какая-нибудь, закапываются антибактериальные капли, можно леомицетиновые, можно сульфацил натрия, можно витабакт, накладывается побольше тетрациклиновой мази и транспортируется к врачу-офтальмологу. Среди прочих ожогов часто бывают кошачьи царапины. Это довольно часто бывает. Кошачьи царапины вызывают ранение век, разрывы конъюнктивы глазного яблока, которые приходится зашивать. Тем более кошачьи царапины, они нагнаиваются очень сильно и приводят к воспалению внутренних сред глазного яблока. Очень часто попадает суперклей. Поэтому суперклей, если попал на глаза, нужно нанести большое количество мази, попытаться открыть глаз. Если не удается открыть глаз, можно даже отрезать ресницы, чтобы попытаться открыть глаз и наложить большое количество мази туда. Среди прочих травм очень часто бывает попадание инородного тела внутрь глаза. И если инородное тело торчит из глаза, силом пытаться удалять инородное тело не надо. Нужно парный глаз здоровый заклеить обязательно повязкой, чтобы глаз не совершал движения. Потому что если глаза открыты, глаз все равно у нас двигается. И в таком положении транспортировать его к врачу-офтальмологу. Если в глаз попала небольшая соринка, то можно попытаться самостоятельно убрать эту соринку. Обычно при частом моргании и слезотечении соринка самостоятельно выходит из глаза. Если это не удалось сделать, можно посадить ребенка, запрокинуть голову, оттянуть нижнее веко и попытаться в конъюнктивальном мешке нижнего века увидеть эту соринку. И попытаться покапать любые антибактериальные капли. Можно промыть водой. Если это не удается сделать, тогда госпитализировать уже на консультацию к врачу-офтальмологу. Но даже при удалении соринки чувство инородного тела все равно остается в течение 2-3 дней. Поэтому применять все равно нужно антибактериальные мази, тетрациклиновую мазь, можно эритромициновую мазь, и можно любые антибактериальные капли. Леомицетин, витабакт можно, ципролет можно, сульфацил натрия можно применять. Если в глаз попала негашенная известь, то промывать глаз нельзя. Сначала нужно убрать все частички этой извести, потому что при взаимодействии негашенной извести с водой образуется тепло, и она оказывает повреждающее воздействие глубоблежащим тканям глаза. Если в глаз попали кристаллы марганцовки, промывать глаз тоже нельзя. Надо удалить все частички кристаллов марганцовки, и только уже потом промывать глаза можно. Так, если ожог произошел пламенем, например, термические ожоги, то там промывать глаза не нужно. Нужно просто наложить побольше мази и наложить асептическую повязку. Итак, запоминаем. Если все-таки травма глаза произошла,
то необходимо помыть руки до любых манипуляций, успокоить пострадавшего, доставить его в травмпункт. Категорически нельзя тереть поврежденный глаз, давить на него, прикасаться к нему, пытаться самостоятельно удалить инородное тело. Промывать глаз при проникающем ранении. Исключение – проникновение в глаз химических растворов. Нейтрализовать действие одного вещества другим. Если ожог был произведен раствором кислоты, то нельзя промывать его щелочью. Для перевязки использовать вату, так как ворсинки способны попасть в глаз и усугубить ситуацию. Исключение – это раны век с сильным кровотечением. Профилактика травмы глаза заключается в соблюдении техники безопасности при любых работах, в осторожном использовании химических средств в быту, а также в аккуратном обращении с опасными предметами в жизни. С ребенком важно провести инструктаж по технике безопасности и удостовериться в том, что ребенок с ним ознакомился и усвоил все правила. Перед началом работы на любом механизме, на любом приборе важно проверить его исправность. Во время работы необходимо соблюдать правила личной гигиены, использовать средства индивидуальной защиты. В быту все химические вещества должны находиться вне зоны досягаемости ребенка. Это чистящие средства клей, аммиак, уксус и другие вещества. При подборе игрушек важно, чтобы они соответствовали возрасту и не имели острых углов. Прятать от ребенка химические вещества, чистящие средства, аммиак, спреи, суперклей. Выбирать для маленьких детей игрушки без острых и режущих частей. Увести малыша от детей, которые играют с пистолетами с пластмассовыми пулями, а также в дартс. Научить малыша правильно держать ножницы, карандаши, ручки или не разрешать ему брать их в руки, если ребенок слишком маленький. Не подпускать ребенка к работающей газонокосилке, к открытому огню. Купить ребенку защиту для глаз для занятий футболом, хоккеем. Не разрешать ребенку смотреть на солнце без защитных очков. Увести ребенка, если рядом запускают фейерверки и салюты. Все это позволит уберечь глаза от повреждений и сохранить зрение ребенку. Как сложность, так и возможности глаза позволяют этому органу многократно превосходить даже самые современные технологии и научные разработки. Глаз является наглядной демонстрацией сложности инженерии в огромном количестве нюансов, поэтому так важно беречь зрение у детей. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.